часто мошенничество связано с земельными участками. Вот. Живите с убеждением и пониманием того, что у нас, да, есть земельные мошенники. Есть люди, которые продают несуществующие земельные участки по поддельным документам. Купили земельный участок, который был отчужден от государственной собственности, и теперь по суду пытаются как-то восстановить свои права. Это вот один вид мошенничества. Когда вы покупаете какие-то земельные участки, удостоверьтесь в реальности документа, выписку из ЕГРН закажите. И попросите у продавца, ГПЗУ документ называется, градостроительный план земельного участка, на котором будет показано уже, что можно строить, что нельзя строить, какой целевой характер у земельного участка. Вторая форма мошенничества, вот по которой сейчас у нас большие проблемы по городу Якутску, там и с Саталом, и вот сейчас по Табаге выстреливало, то, что земельные участки сельхозназначения продают людям с убеждением того, что завтра поменяют под ИЖС. Не стоит в это верить. Есть генеральный план города Якутска. Генеральный план – это документ, который принимается на десятилетие, повторюсь. Он не меняется каждый год, он не меняется вот так вот. Это документ, который принимается с точки зрения стратегического развития города Якутска. Был, допустим, совхоз Хатавский. В свое время по 3 гектара раздали как паи людям, которые состояли в нем. У людей возникает, конечно, желание поменять их под ИЖС. Прошу в это не верить. Изменения только согласно генеральному плану. Покупая участок на сельхозке, это не запрещено. Вы можете быть обладателем сельхозземельного участка, только вы не имеете права строить на нем жилье, жилой дом. Вы не получите документы, соответствующие это разрешение на строительство, разрешение на ввод, и, соответственно, легально не зарегистрируете свой дом. Только согласно целевому характеру использования. Поэтому проверяйте, пожалуйста, целевой характер и заказывайте всегда при покупке земельного участка градостроительный план земельного участка. Потому что часто бывает, очень часто, люди покупают земельный участок, на котором нельзя ничего строить. Красные линии, зона с особым использованием территорий, водный кодекс, ну и так дальше накладываются разные причины, а в итоге люди, купили и купили. Но человек уже сегодня является правообладателем, по сути, земельного участка, на котором он не может реализовать свои права и желания. Смотрите, у нас есть специализированный портал, геопортал. Также вы можете через МФЦ заказать ГПЗУ на земельный участок. Это не запрещено. Как правило, нужно требовать это от продавца. Это как вот вы же продаете не булку хлеба, вы продаете актив, который стоит минимум сотни тысяч рублей. А в Якутске это уже миллионами исчисляются земельные участки, поэтому удосужьтесь, чтобы он и ГПЗУ взял. Соответствующее мероприятие проведено было.